Когда вот уходят такие люди, как Анатолий Иванович Турбин, он ушел, как и жил, очень спокойно, хотя делал он постоянно свое дело каждый день. Он занимался тем, что хотел сохранить для потомков дом, в котором он всю свою жизнь прожил. Анатолий Иванович коренной рязанец, таких осталось по пальцам пересчитать. Этот человек берег Рязань, берег этот дом. И так и должно быть вот для того, кто коренной рязанец. И он с 80-х годов уже боролся за этот дом. Беспрецедентный пример мужества, последовательности и несгибаемости ни перед какими-то деньгами, ни перед какими-то братками 90-х годов. Человек настойчиво, последовательно делал свое дело. Он показывал свою переписку, начиная с конца 80-х годов, Федеральное министерство культуры, администрация города Рязани и так далее, и так далее. Мы видим равнодушие чиновников, подлость. И когда Анатолий Иванович жаловался, что снесли половину исторического соседнего дома, например, дом 19, мы читаем ответ администрации города, что это пристройка новодельная, и что она не является исторической. Человек, сталкиваясь с этим постоянно, все равно не отчаивался. Я хочу ему сказать огромное спасибо за то, что он как-то тратил свою энергию, свои силы, свое здоровье на то, чтобы вот эта вот красота на Щедрина жила. И я думаю, что мы просто обязаны все это оставить. И мне кажется, что можно на этом доме вообще поместить доску, посвященную ему. Потому что, в принципе, этот дом, не в принципе, а вообще этот дом живет только благодаря тому, что жил здесь Анатолий Иванович Турбин. Анатолий Иванович удивительный человек, потому что, мне кажется, вот сейчас людей таких истинно интеллигентов вообще, можно сказать, не осталось. Именно истинно интеллигентов. Потому что это проявляется во многом. В их какой-то доброте, удивительной, желанию всегда прийти на помощь, если ты чем-то можешь. И даже если не можешь, а стараешься все равно что-то сделать. Это его удивительная русская необыкновенная речь. Когда нет слов, паразитов, когда светлый ум, и человек всегда знает, о чем он хочет сказать, и он об этом говорит, и слушать его одно удовольствие.